Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для Девы. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Посмотрим также по декадам. И отношения, работа, финансы. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает карта старшего аркана «Сила» для месяца, а это значит, что мы действительно справимся сегодня в этом месяце с какими-то очень важными для нас делами, да, то, что действительно имеет для нас большое значение для продвижения, для отношений, для каких-то проектов, своего бизнеса, для получения денег. В общем, здесь мы действительно справляемся, и это радует. Действительно, карта «Сила», она у нас, знаете, такая оптимистичная, когда у нас появляются какие-то ресурсы, когда мы вот интуитивно чувствуем, как себя лучше вести, как лучше общаться с другими людьми. Вот по этой карте также наши дети, если они у нас есть, они тоже здесь добиваются каких-то успехов. Если кто-то, допустим, поступал в учебное заведение, здесь поступление, кто-то сдавал экзамены, здесь опять же успешно все. В общем, все, что касается детей, здесь тоже успешно у нас проходит. А также это карта влюбленности. Может быть, кто-то встретит свою любовь, новые отношения начнет. Это может быть свой бизнес кто-то начинает, дело, которое нравится. Может быть, кто-то в лотерею выигрывает из дев, да, то есть это карта игры точно так же у нас. Может быть, знаете, победы в каких-то рискованных мероприятиях. Конечно, скорее всего, вы раньше это все обдумали хорошенько, да, то есть это не просто неоправданный риск какой-то, а это, скорее всего, либо инвестиции какие-то были, либо в делах вы какой-то проект начинали довольно-таки рискованный, но все-таки вы его там несколько раз проверили, да, риски были сведены к минимуму, и вот у вас здесь как раз может быть победа такая. А также карта хорошая для какой-то публичной деятельности, для выступлений. Хорошая карта для праздника, для любви. Хорошее время, чтобы ездить в отпуск, на турбазу, в театр ходить, в парк ходить и так далее. То есть вот какие-то такие очень приятные моменты будут у дев в этом месяце. Давайте посмотрим, что будет первые 10 дней. Здесь у нас паж мечей. Карта говорит о том, что будут такие противоречивые ситуации, когда нужно будет отстаивать себя, когда нужно будет спорить, может быть, с кем-то, может быть, придется даже как-то резко себя повести, да, то есть ситуации будут требовать того, чтобы вы действовали энергично и отстаивали свои интересы, свои идеи, продвигались как-то. Если чего-то не хватает, значит, нужно это обязательно добыть, да, то есть если не хватает знаний, нужно учиться, если не хватает каких-то ресурсов, тоже нужно их искать. В общем, карта такая, которая говорит нам об информации, о новостях, об общении. А также здесь может быть вот в первые 10 дней могут быть какие-то ситуации, связанные с торговлей, да, допустим, если вы занимаетесь торговлей, то у вас могут быть какие-то ситуации, которые потребуют от вас такой активности. Может быть, нужно искать будет клиентов, может быть, нужно какие-то услуги свои продвигать. В общем, что-то здесь новое для вас, и вы либо учитесь, либо вот с трудом стараетесь здесь что-то для себя сделать. Хорошее время для того, чтобы запланировать поездку какую-то. Это может быть, кстати, время таких коротких поездок в эти 10 дней. Что еще важно? Может быть, кто-то будет учиться водить машину, да, любой транспорт, любое средство передвижения, вплоть до того, что, может быть, кататься на роликах, да, будете учиться, или еще что-то, на велосипеде. Еще здесь, знаете, важное время для того, чтобы начать обучение онлайн, да, может быть, какие-то там лекции, какие-то видеоролики будете смотреть.
в общем, как-то образовываться, да. Хорошее время для того, чтобы научиться, может быть, языку какому-то, да, если для вашей работы это важно, да, изучать язык начать. Или, может быть, вам нужно научиться писать, излагать как-то мысли правильно, может быть, тоже этому стоит посвятить время, видимо, важно это для вас. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то новые знакомства. Они пока что будут такие, как бы поверхностные, может быть, их много будет. Может быть, мы будем решать вопросы, связанные там с соседями, да, с близкими людьми. Может быть, кто-то даже будет менять замок, да, там, допустим, что-то с замком происходит, нужно поменять. Ну, какие-то вот такие мелочи, знаете, их много, и приходится вот все успевать. Также, знаете, вот сейчас очень часто заказы через интернет мы делаем, да, вот здесь вот как логистику может показывать эта карта, то есть заказ сделали, да, нам присылают что-то, мы идем и забираем. Вот, либо сами, допустим, организовываем какие-то доставки. А теперь вторая часть месяца, здесь повешенная. Карта говорит о том, что здесь много работы, результата, может быть, пока что нет он у нас вот в конце месяца, да, но мы знаем, к чему идем, мы знаем, что нужно вложиться, потратиться, да, или нужно подождать чего-то, разобраться в чем-то. В общем, карта такая, которая говорит о том, что то, что мы начали, мы здесь стабилизируем, как-то доводим до результата. Также в это время у нас могут быть, знаете, какие-то страхи, какие-то такие неустойчивые состояния. Вот то у нас одно настроение, то другое. Может быть, знаете, зависимости какие-то могут подняться, да, то есть там, допустим, алкоголь, да, или, может быть, там, курение, или, может быть, питание, допустим, вы уже на правильное питание настроились, и тут вдруг у вас какой-то срыв, там, сбой, да, либо просто вот переедание, вот здесь вот сложно может быть. Также карта, которая говорит о том, что нужно быть осторожнее с лекарствами, не назначать самим себе, да, лечение. Также, может быть, знаете, какие-то вопросы прошлые будут возникать, нерешенные, да, и вот требовать, чтобы вы их решили. Также карта говорит о том, что, может быть, вы не можете решить какое-то важное для вас дело, или что-то от вас остается в тайне, или вы сами что-то скрываете. Или, может быть, сейчас у вас какие-то ограничения есть, да? Ограничения, задержки и так далее. А теперь окончание месяца для Девы – это тройка пентаклей. Тут уже результаты появляются, действительно уже что-то материальную форму принимает, да, какие-то наши начинания, они уже материализуются. Причем здесь может быть это при поддержке других людей, у нас есть помощники, да, и здесь, знаете, много радости мы испытываем от того, что у нас получилось. То есть не зря мы тут целый месяц старались. Тройка пентаклей у нас карта, которая предполагает дальнейший рост, да, то есть это не тот конечный результат, к которому мы шли, это просто первые какие-то результаты. Также вот по этой карте, знаете, может быть, мы тратим деньги на приобретение каких-то вещей, одежды, мы тратим деньги на то, чтобы как-то свою внешность сделать такой, как вот нам хочется, что-то изменить в себе. Также эта карта говорит часто о каких-то спортивных достижениях. То есть мы, допустим, там тренировались весь месяц, и вот уже видим какие-то результаты. Или, допустим, старались там сбросить вес, и уже видим результаты. Может быть, знаете, мы старались как-то поменять свое настроение, там, работали над собой, над своим психологическим состоянием, и вот оно у нас уже такое устойчивое, мы уже по-новому смотрим на вещи, у нас совершенно позитивные мысли и так далее, и так далее. То есть, может быть, знаете, еще, может быть, были какие-то сомнения в начале месяца, да, а вот в конце месяца мы уже утверждаемся в том, что, в чем сомневались. Хорошее время для того, чтобы, знаете, с именем со своим поработать, да, хороший месяц. То есть
вы можете начать какое-то дело, да, и ваша как бы репутация укрепится к концу месяца уже. Для отношений у нас выпадает девятка чаш. Карта говорит о том, что вы будете довольны, то есть у вас будет прям такое личное удовлетворение от взаимодействия со своим партнером, со своей семьей. Карта девятка чаш говорит о том, что будут какие-то ограничения некоторые, да, но все-таки, знаете, может быть, вы хотите большего, вы хотите, может быть, вместе куда-то поехать, может быть, хотите продвинуться в ваших отношениях, допустим, там, получить предложение руки и сердца или еще какой-то вопрос такой важный решить. Пока что это задерживается, да, но в любом случае у вас очень хорошие тут отношения, состояние, вы удовлетворены, вы радуетесь тому, что у вас в отношениях происходит. Для тех, кто в поиске, партнера, здесь может появиться как раз человек, который, знаете, любит личную свободу, да, если тут и будут отношения, то это такие, либо как гражданский брак, или как гостевой брак в дальнейшем, да, то есть тут такие отношения без обязательств. А для тех, у кого уже есть пара, дама бубновая, вот смотрите, у вас будет такой сложный выбор. Скорее всего, у вас есть какие-то личные планы, да, индивидуальные, которые, может быть, не сходятся с планами вашего партнера, и вам трудно договориться. И вот, скорее всего, вы будете выбирать себя, выбирать свои личные планы. И нужно, знаете, так подать вот это, да, своему партнеру, чтобы не поссориться. То есть предложить ему какие-то там варианты, да, предложить ему какие-то пути выхода из этой ситуации, пути решения, так, чтобы ваша пара, ну, как бы не пострадала. Потому что, когда мы делаем выбор, знаете, развиваться индивидуально, да, наш партнер может это воспринимать в штыки. Здесь вот может быть такая почва для ссоры, для спора. Поэтому можно постараться здесь все-таки что-то предложить своему партнеру взамен, да, чтобы вот он был доволен. Ну, может быть, допустим, вы развиваетесь, и он пусть развивается в той сфере, в которой хочет, да. И вот тогда, может быть, он это примет то, что вы хотите свои личные желания реализовать, а не ваши общие. А для тех, кто в ссоре, у нас девятка червовая выпадает. Но здесь, знаете, могут появиться какие-то новые люди. Может быть, даже, знаете, может быть, вы познакомитесь сами с каким-то человеком новым и не захотите уже продолжать отношения. Или вы узнаете какие-то новости об этом человеке и решите поменять ваши отношения. Но в любом случае, смотрите, здесь какие-то неожиданности, какие-то новости, какие-то новые люди. Вот. Или, знаете, если вы станете с вашим партнером другим человеком, да, то есть обычно это происходит после каких-то испытаний, да, после каких-то очень серьезных событий в жизни. Но если у вас такая ситуация, то вы сами как будто бы становитесь новыми людьми, тогда у вас есть будущее. Если же это какая-то рядовая ситуация, да, то, скорее всего, здесь будут новые люди у вас. Новая влюбленность, перемены такие большие в отношениях. В работе выпадает семерка мечей. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, здесь могут нарушаться какие-то договоренности, которые были раньше. Или вы, допустим, дали обещание, что будете там выполнять какой-то проект, да, или там будете продолжать на этом месте работы оставаться, да, а тут вдруг передумаете, может быть, да. Или те люди, которые с вами, они начинают там юлить, обманывать или передумывают. В общем, знаете, какие-то сложности вот именно в контактах таких, когда мы один на один с человеком работаем, да. Вот. Ну, либо вот вы найдете работу лучше, которая вас больше устроит, и просто перейдете, да, или будете уже думать о том, чтобы перейти на другую работу, та, которая вам больше подходит. А также карта предупреждает о том, что нужно быть внимательными с информацией, с документами, с общением, потому что какую-то информацию могут против вас использовать, либо, может быть, утечка какая-то информации, ошибки в документах. Вот нужно быть осторожней. Для тех, кто в поиске работы, семерка трефовая.
Карта говорит о том, что вы можете, в принципе, найти работу, но, скорее всего, это не совсем то, что бы вы хотели. Но для сложного времени, да, это подойдет. А может быть, сейчас вы просто, ну, как бы, карты говорят, чтобы вы соглашались даже на такую работу, которая вам не очень нравится, потому что потом вы можете найти лучше. Для тех, кто уже работает, валет пиковый, карта говорит о том, что вы действительно хотите как-то улучшить вот эту сферу своей жизни. Может быть, это действительно новая работа. Может быть, это, знаете, как ощущение того, что вам нужно еще получить какие-то знания, подучиться, да, может быть, вы здесь же остаетесь, но вы учитесь, и потом вы выходите на новый уровень жизни. Либо вам дают какую-то такую работу, такой проект, где вы чувствуете себя вот, ну, как бы не профессионалом, да, может быть, первый раз что-то делаете, и вам тут сложно, может быть. Еще, знаете, может быть, какие-то эмоции неконтролируемые могут быть у вас, да, то есть, которые вредят работе. Или, может быть, допустим, вы стараетесь, вот, допустим, вас не устраивает там отношения на работе или сама работа, но вы терпите просто из-за того, что работа вам нужна. И в конце концов вы можете сорваться в один прекрасный момент, да, и как бы повести себя вот так неожиданно для других людей, да, и вот это может иметь такие неприятные последствия. Но, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему. В любом случае, вот эта ситуация, она к лучшему поворачивается. Что бы ни происходило вообще вот в этом месяце у Дев, да, все будет к лучшему. Для вас все равно что-то открывается новое, какие-то сложные, застарелые проблемы решаются. А для тех, у кого свое дело, семерка червовая, карта говорит о том, что вы изберете какое-то новое направление для себя, да, может быть, добавите какое-то направление к своей деятельности и, знаете, будете больше выражать себя, свою индивидуальность. Может быть, здесь будет, так как это мечи, да, это может быть, будет работа через интернет, через средства связи как-то, средства связи будут как-то замешаны, да, больше вот ваше новое направление. Но в любом случае у вас здесь предполагается рост, улучшение, вы стабилизируете свое дело, вы здесь, знаете, твердо стоять на ногах начинаете. Это очень хорошо. А теперь финансы. В финансах у нас четверка пентаклей выпадает для Дев. Очень хорошее стабильное положение, когда у вас достаточно денег, когда вы можете купить то, что хотите, когда вы можете отложить какую-то сумму денег, ну и вообще чувствуете себя в финансовой безопасности. Либо эта карта призывает вас отложить какую-то сумму денег, если у вас этого нет, потому что это вам необходимо, да, то есть нужно стабилизировать вот ситуацию в финансах, быть немножко таким прижимистым, да, не тратить слишком много, думать о том, что деньги могут потребоваться в будущем, да, ну и просто для собственного спокойствия вам нужно, чтобы у вас был какой-то запас денежный. Так, для тех, кто на зарплате, здесь какой-то проект вы можете завершить, либо период можете завершить, да, здесь приходит получение денег, и может быть, знаете, даже более того получаете, чем рассчитывали. Может быть, дотации от государства, или, может быть, появляется возможность их получить. Может быть, нужно написать какое-то там заявление, подать какие-то документы, да, и получить здесь эти деньги, которые вам причитаются. Обратите внимание, у вас есть такая возможность. Кроме того, это карта мудрого отношения к деньгам. Вот посмотрите, да, то есть карты призывают, так как месяц у нас тут летний, да, мы можем тут очень хорошо потратиться, все-таки здесь нужно, чтобы была обязательно сумма какая-то отложенная. Для тех, кто своим делом зарабатывает, дама червовая говорит о том, что у вас действительно новый источник дохода появляется, у вас какие-то новости в финансах. Может быть, это люди какие-то новые приходят, может быть, даже это люди из вашей семьи или ваши друзья. Какое-то улучшение ситуации, какие-то прибавления у вас в деньгах. Друзья, желаю всем замечательного августа. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.